Здравствуйте, с вами Хайон, и сегодня мы поговорим об одном из самых трагичных времен кыргызстанцев – Великой Отечественной войне. Как всегда, через призму культуры и литературы. Особое значение в жизни Кыргызстана имеет период Великой Отечественной войны, когда огромное количество кыргызстанцев отдали свою жизнь за светлое будущее грядущих поколений. В дни Великой Отечественной войны славные сыны и дочери кыргызского народа на фронте с оружием в руках отстаивали свободу и независимость своей отчизны, не были в стороне от общенародного дела и писателей. Тимиркул Металиев, Толя Шамшиев, Ястриш Шиваза, Райкан Шукурбеков и другие сражались на фронте. В тылу дружились Алы Токамбаев, Касымалы Байлинов, Жоомар Тыгбекамбаев, Тугельбай Сатыбеков, подчинив свое перо разгрому фашистских захватчиков. Эти писатели пополнили новый отряд: Алкул Осмонов, Сымар Шумеев, Кубаныш Акаев, Насирдин Байтимиров, Нуркамал Джитикашаева, Чусуп Турсбеков, Мукай Либаев, Кубанычбек Маликов и Кусейн Эсикажоев, защищая родину, погибли героической смертью. Подобно русским писателям Фадееву, Суркову, Тихонову, Симонову, Твардовскому и другим, кыргызские поэты обращаются к публицистическим жанрам, создают глубоко волнующие патриотические статьи и стихи. Их произведения призвали народу единодушно встать на защиту Отечества, отомстить врагу за сожженные города и села, за слезы матерей, детей и вдов. Таково стихотворение «Сердце мое, знамя красное», в переводе известно под названием «Алое знамя», Жоомара Тыгбекамбаева, в котором образ красного знамени символизирует великое завоевание октября. «Выслушай, родной народ, голос своего певца, не подпускай близко змею к знамени счастью твоему, уничтожай врага, не дай ему покоя, не жалей ни одного». В те тревожные дни одни из первых среди кыргызских писателей посвящает свои произведения обороне Москвы народный поэт Алы Токамбаев. В его произведении «Думая о Москве и отомстим» Москва сравнивается с сердцем, зеницей ока, с колыбелью счастья и изображается как символ дружбы и единства народа. Название сборника стихов «Вперед» определяет их пафос. Рисуя картины жестокости и разрушения, совершенные захватчиками, поэт стремится воздействовать патриотические чувства своих читателей. Он показывает, что жизнь отцов и матерей, которые отправили своих сыновей на войну, посвящена грядущей победе. В стихотворении «Благословление» поэт воспел чувство престарелого отца, который отправил своего сына на войну. «Ты нужен мне, разлука трудна с тобой, но ты нужнее отчизне, твоей, моей. Мне трудно, что не вместе вступаем в бой. Я стар, а ты ровесник октябрьских дней. Единственный мой, сын мой, вернись домой. И на устах неси мне победы клич. Честь гордого народа кровью омой. Величие гордых предков ты возвлечь». Умело используются народные пословицы и поговорки, например, «Лучше не родиться, чем голову склонять перед врагом. Мужчина рождается дома, а умирает на поле брани». Поэт усиливает действенность и патриотический дух своих стихов, прославляя советских воинов, их стойкости и преданность к народу. В годы войны в кыргызской поэзии возрождается традиция народного жанра наказа. Примером тому могут служить «Иди, сын мой» Токамбаева, «Куда бежит» Турсбекова, как закалом народного поэта Усимбаева. Эти стихотворения раскрывают думы старшего поколения и призывают молодежь быть бесстрашными и возвращаться домой, только добившись победы. Вступая от имени кыргызских матерей, Токамбаев благословляет юношей на ратные подвиги. «Иди, сын мой, сияние души моей, стань воином, стань смелым на правый путь. Никто не минет смерти на склоне дней. Умри, но чужеземцу рабом не будь». Алы Токамбаев пишет о гордости кыргызских отцов и матерей, сумевших воспитать сыновей честными и мужественными. Мать солдата пишет сыну, что она нашла свое место в общенародном борьбе за победу, что она без устали вяжет варежки для фронтовиков и чувствует себя полезной и нужной. Те же думы и мысли выражали стихи Кубанычбека Маликова и Жоомара Тыгбекамбаева. Их героини, женщины, обращаются к братьям и мужьям с наказом отстоять счастье семьи. В дни Великой Отечественной войны в кыргызскую поэзию входит жанр клятвы. Типичными примерами таких произведений могут служить «Клятва народа» Кубанычбека Маликова, честно связанная с фольклором. Вводя традиционную форму гневного проклятия, поэты предостерегают тех, кто попытается нарушить священную клятву отчизне. «Пусть покарает его отечество, пусть покарает его слова родителей,
словно выстрелы из орудий. Пусть покарает его сила советов, защищающих свободу всего мира. Пусть покарает его молоко матерей, родивших таких, как он, сыновей. Эти строки по форме напоминают клятву дружинников Манаса, обещавших выполнить воинский долг и защитить свой народ. В период войны получили распространение стихи прощания, песни провожания. Как и стихи клятвы, они поднимали патриотический дух фронтовиков и напоминали о ратных подвигах их предков. О чувстве единения с народом говорит герой стихотворения Жомарта Бакамбаева. Он клянется: «Я рожден в такой отчизне, знал такую благодать, что простое счастье жизни я обязан оправдать, чтобы сына вспоминая, славу добрую храня, никогда сторона родная не стыдилась за меня». Яркой художественной формой и красочностью языка отличается стихотворение Жомарта Бакамбаева «Прощай, Алато, твой сын уходит в бой». В этом стихотворении описана трогательная сцена в прощании воина с девушкой, что всех милей, малыми братьями, с чья юность дорога, с дедом старым, победившего врага, и сестрами. Широкую популярность в дни войны в кыргызской поэзии получил жанр наме. Появился жанр вид коллективного письма. В качестве примера можно привести письмо кыргызского народа, кыргызского бойца. Наме играли большую роль в годы войны, воспитывая патриотизм. Во время войны в кыргызской литературе появился главный герой, способный преодолеть все трудности и отстоять высокие идеалы. Это часто был эпический богатырь, в чьем образе воплощались и патриотические идеалы предков. В годы войны писатели создают произведения в крупных форм в героическом прошлом народа. Наиболее значительных из произведений являются Курманбек Жантошева, Джанела Маликова и Кутубаева. Жантошев глубоко изучает эпос Курманбек и на основе его пишет пьесу, воскрешающую легендарных героев. Автор опустил некоторые детали. Эпос заканчивается смертью Курманбека, а пьеса заканчивается победой Курманбека. В пьесе две основные темы – борьба с внешним и внутренним врагом и лирическая тема. В основе пьесы лежат исторические события. На кыргызы нападают захватчики, воспользующиеся разладом кыргызских племен, враги грабят их, обращают в рабство. Кыргызские феодалы идут на предательство, чтобы спасти любым способом, а смелые джигиты идут на борьбу против внешних и внутренних врагов. Один из них, Курманбек, это дальновидный воин, разделяющий с народом, выпавший на его долю горести и радости. Пьеса Жантошева призывала молодежь не бояться трудностей и продолжать патриотические традиции кыргызского народа. Такую же цель преследовали и авторы музыкальной драмы Джанел, Маликов и Кутубаев. В первые годы войны Маликов написал ряд агитационных стихов, рассказывая в них о преступлениях фашистов и призывая бойцов отомстить врагу. Маликов создает также стихи и очерки, но настоящий успех ему приносит драма «Джанел», которую он написал в соавторстве с Кутубаевым. В основу пьесы положен сюжет из народного эпоса «Джанел» о девушке-богатыре, которую прозвали Джанел Мырза. В идейно-тематическое отношение Джанел очень похожа на пьесу Курманбек. Содержание пьесы таково. Богатырь Тюлькü нападает на аил Джанел, расположенный в долине реки Лоб. Взбешенный тем, что Джанел отказалась стать его женой, Тюлькü грабит народ, обращает в рабство женщин, девушек и юношей. Узнав об этом, девушка-богатырь собирает войско, отправляется в поход, влачет Рыкулю и в поединке стрелой поражает Тюлькü. Предатель Калмыты решает отомстить Джанел. С помощью калмыцкого хана Манджи он захватывает девушку в плен. Восставшие в главе Телеком, киргизы освобождают ее и расправляются с врагами. Хотя герои Курманбек и Джанел были образцовыми и популярными, жизнь призвала писателя создавать образы современных героев, сражавшихся на фронте. Это и герои-панфиловцы, защитники Сталинграда и Ленинграда. Среди них были представители Киргизии Шапоков, Ананьев и Конкин. Герой Советского Союза Чолпонбай Тулибердиев закрыл своим телом амбразуру вражеского азота. Подвиги и героизм фронтовиков должны были быть запечатлены в литературе. Типичный образ героя-воина создает в своих произведениях поэт Темиркул Уметалиев.
С первых дней войны до конца он участвовал в боях. Если перед отъездом на фронт поэт писал стихи и призывы, то на войне он пишет стихи «Как я приехал, ты сказал бы, что это зверство», и рассказывает о преступлениях и сражениях, совершенных фашистами на захваченных территориях. Поэт показывает нравственную стойкость советских воинов, которые ради защиты любимой родины смело сражаются с врагом. Нет, не спрашиваю свою душу, если нужно за народ, за места свои родные и за дни свободной жизни. До последней капли крови я всегда готов стоять. Герой стихотворения у Металиева, песня о герое, Кубат Жматаев, имеют прототипов. Это бывший секретарь Джалалабадского обкома комсомола Кубат Жматаев, павший смертью храбрых. Опоясавшись гранатами, он бросился под немецкий танк, сдержав наступление врага. Военные стихи у Металиева послужили основой для создания интересной поэмы «Кубат». В годы войны было написано много произведений из стихов, посвященные бессмертным подвигам сынов кыргызского и русского народа. Генерал-майора Панфилова, Душенкул Шапокова, Чапломбая Тулербердиева, Кубата Джуматаева. Мы можем назвать в их числе песни о панфиловцах Шамшиева, 28 героя Токамбаева и многие другие. Глубже многие о жизни человека на войне сказал Мукай Элюбаев в своей лучшей философской медитации «Жизнь». Не тропа, исхоженная давно. Жизнь — это вечное начало, это дорога трудом проложенная. Ведет на крути и перевалы, и где бы мы ни были, всегда борение везде преграда, и ты, отрок, следуя за нами, ступишь на тот же путь, что прошли мы. Ровно через 20 лет Суинбай Эралиев напишет: «Опять война пришла ко мне, июньской ночью благодатной, и заново сражен во сне, был очередью автоматной. Опять, хватаясь за траву, катился я на дно оврага, и снова ощущал во рту все горечь пороха и страха». Другой поэт, участник войны Сарамбай Джусуев, в начале 70-х побывав на Украине, глядя на плакучие ивы, напишет: «Повсюду, где раньше вставали разрывы, стоят обелиски прямые и суровые. Я вижу в потемках плакучие ивы, что косы рассыпав, льют слезы, как вдовы». Гибель трех выдающихся представителей кыргызской литературы Мукая Элюбаева, Джусупа Турсбекова, Жумарта Бакамбаева болезненно сказалась на самочувствии кыргызской поэзии и не только поэзии. За четверть века погибли или были репрессированы едва ли не самые талантливые писатели. Это и Тыныстанов, Карачев, Сенкажоев, Демгурчиев и три вышеназванных писателей. Умерли Токтогул, Барбы, Дженеджок и великий сказитель Манас Сагамбаев Урзбаков. Для литературы это была трагедия. В годы войны литература оказалась в состоянии затишья. Ее уровень определялся произведениями Осмонова, Уметалиева и Токамбаева. Если вершиной фронтовой лирики стали произведения Уметалиева, то из оставших в тылу выделился Алыкул Осмонов, который совершил настоящий творческий подвиг. Баллада Осмонова «Букен» — это одно из лучших произведений поэта на военную тему. Вот текст баллады. «Кто на день падает 100 раз и столько же встает, уже курносный Букентай пошел 4-й год. Порой смеется, а порой не в духе Букентай, зато болтливой любой старухи Букентай, с бараньей костью в кулачке, дремлет невнячай. Не морщись, пьет она кумус, кыргызка Букентай, частенько просят старики, ты спой нам что-нибудь». Зажмурит глазки Букентай и, не чинясь, не чусь, затянет песню: «Дорогой отец мой, приезжай, и днем и ночью о тебе скучает Букентай». И всякий ряд от песни той грустнется старикам, горошина побегут слезинки по щекам. Уже 3 года, как пришло известие о нем, он смертью храбрый пал в бою. Стоял за родину отец дочурки Букентай, он отдал жизнь за свой народ, за свой родимый край. И девочку лаская все в ауле, то и знай, как много любишь отцов у нашей Букентай. Основная тема «Война и дитя» основана на сопоставлении двух состояний:
трехлетний Букентай, которая не знает о своем горе, и стариков всего взрослого окружения маленькой девочки. Впервые послевоенный год вышла книга фронтовых стихов у Металиева «Победа», бесспорно лучший сборник стихов о войне. Следует отметить также, что среди названных книг сборник «Цель» Тохтамышева составлен довоенных стихов. Знаменитый Великий марш Элибаева представляет собой тоненькую брошюру, в которую вошли всего несколько стихотворений. Великий марш, прошение с матерью, письмо с фронта, кто красивей, жизни, два сердца и другие. К лирике военных лет должны быть отнесены те многочисленно опубликованные в прессе стихотворения авторов, таких как Эралиев, Чусуев, Шемеев, Бетимиров, Ишкашаева, Ишинов, Алышабаева, Шейк и другие. С фронта прислали и печатали свои стихи, поэмы Джамгричиев, Шамшиев, Алыбаев, Шукурбеков, представляющие поколение 30-х. Невозможно рассказать о том времени точнее, чем словами самих поэтов. Закончить нашу сегодняшнюю лекцию я предлагаю именно так, послушать стихотворения тех, о которых было рассказано ранее. Мукай Алибаев, письмо на лото. Я сражаюсь теперь вдали от родимой моей земли, где в ущельях горных живет благородный, щедрый народ, где над озером голубым белокрылые гуси парят, где вверху, словно алый дым, алато снега горят. Да во славу твоих вершин я сражаюсь, то верный сын. Я в разлуке не плачу, нет, сердцу радостней, веселей. Если вспомню средь бит побед я веселье минувших дней. Алато, к тебе придем, сложим сказки, песни споем. Пусть живется тебе легко, мы, сыны твои, далеко. Если сердце гневом полно, это гнев твоих пенных ручьев. Если ласково и щедро оно, это щедрость твоих пастухов. И сыкуль поджидает меня, волны гневом вздымая ввысь. Алато, вершины клоня, говорит: победи и вернись. Как он нежно прощался со мной, когда я на войну уезжал. Каждым камнем и каждой сосной он с улыбкой меня провожал. Ласку гор и ущелий и рек я, как сын, не забуду вовек. Все свершится, что грезится мне. Уничтожу в сражениях врага. Я увижу, как по спине алато стекает снега. Сяду я на речной пароход и отправлюсь в родные края. И любимая встретит придет, и навстречу мне выйдут друзья. И за озером, за горой небо ясное вспыхнет зарей. Алакол Османов, сила матери. Мать говорит: нет вестей, ветер ненастье крут. 4 года прошли, письма все не идут. Не зная, где мой сынок, где же ребенок мой. Как ты летами сидела, сушила курут. Выгнулась вдруг земля, двинулась гор круговерть, и покачнула двор, дрогнув земная твердь. Что же это кругом? Что предвещает гром? Вижу, идет мой сын, сын, одолевший смерть. Это ведь сила его, поле согнуло в дугу. Плачу от радости я, слез я унять не могу. Нет, это сила твоя, мама, сила твоя. Землю стряхнула, хребет переломила врагу. Март Бакамбаев. Письмо с фронта любимой. Склонялась серебристая ветла, и веяли счастливые ветра. Пел сладостно под утро соловей. Забуду ли, как жизнь была светла? Я с яблони взял яблоко с утра и дал тебе в знак верности своей. И верили мы клятвенным словам, и яблоко мы съели пополам. И пламя поклялись мы уберечь, и пламени погаснуть я не дам. Любимая, что делается там? Где гордостью звенела наша речь? Всегда я шел бы рядышком с тобой, уверенную, твердую стопой. Судьбу свою связал бы навсегда с твоей неомраченной судьбой. Делили бы мы поровну с тобой, веселые, как яблоки года. Завидно стало черным палачам, что звезды нам светили по ночам. Разбойники, лишенные души, завидовали утренним лучам, сияющим от радости очам, расправленным, развернутым плечам, что утренние розы хороши. Завидно стало черным палачам. Покинул я родимые места, где молодость прекрасна и проста, где горы уплывают в облака, где просится улыбка на уста. Махнула ты платком издалека, и маленькой ты стала, как звезда. Но ты, моя подруга, не тужи,
любимый мой сражается. Скажи, без горыщи, ты думай обо мне, за жизнь мою, глубоко не дрожи. Высоко, друг мой, голову держи, гордись, что твой любимый на войне. Песня и пуля, в патронах чутко, затаились пули, моя строка не дремлет в карауле. Не спит боец, стоящий на границе, и мне, поэту, по ночам не спится. Пусть конник точит шашку боевую, и я, поэт, свою строку шлифую. Когда трубач трубит ночную тревогу, и я приду солдатам на подмогу. Райкан Шкурбеков, солдатский поцелуй. Война. Тишины в грозу мы не ждем. Да разве войну остановишь дождем? И пушки грохочут, и гром громыхает, как будто и ливень войною рожден. Рассвет, засияли над лугом лучи, как будто сказали войне «помолчи». И снова, не смея осушиться солнца, стих голос войны, громыхавший в ночи. О чудо! На веточке пискнул удот, свой голос всесильная жизнь подает. Ку-ку, отмечает удоту кукушка, и слушает их зачарованный взвод. Атака! Ракета взметнулась вдали, в кустах пехотницы на миг залегли. Солдат, утонувший в траве с головою, украдкой коснулся губами земли. Суинбай Эралиев. Фронтовой дождь. И хлынул дождь в тот предвечерний час привычного и встречного обстрела. Как вал огня хлестал и землю тряс. Тот ливень, словно спрашивая нас: что, вам стрелять еще не надоело? Весенний дождь. Он, может быть, желал кровь мстительную охладить. Быть может, хотел багровый остудить металл, не замечая, как сердца тревожит. Иль жажду утолить пытался он земли, страшивший, как сплошная рана. Шел дождь весенний, вырастал заслон задумчивого серого тумана. И вот воронки залиты водой. Я вылез из окопа, лег на бруствер, и дождь лица коснулся молодой. Горячий ливень, дождик сладкоустный. И вспомнил я забытое до слез. Тяжелых капель нежностью волнуем, прикосновением губ, касанием кос, рассыпавшихся перед поцелуем. Туминбай Байзаков. Гроза в горах. Загрохотало, замело, ну, светопредставление. Полнеба вмиг заволокло, исходу в наступление. Рванулись птицы кто куда, зашелестели осыпи. И вот ударила вода, вода многоголосая. Взмахнув мечом во весь опор, по тучам скачет молния, и все пространство между гор прямым дождем заполнено. А он идет, а он шумит, стена прозрачно белая, но гром уже вдали гремит, а рядом солнце спелое. Уходит дождь, и нет его, а небо между тучами высокое и светлое, родное и певучее. Потоки мутные бурлят в лощинах и расщелинах, а травы душу веселят, густы, свежи и зелены. Темирхулу Металиев. Память ветерана. Вспоминая войну на тяжелом пути, нам шептала родная земля: отомсти! Час настал наступления, освобождения, луч победы надеждой блеснул впереди. Мы вернули Одессу, Тирасполь спасли. Мы прошли по просторам российской земли, мы взломали фашистскую оборону. Луч победы все ярче светил нам вдали. Сколько рек мы форсировали тогда, как нас ждали замученные города, как нас села слезами надежды встречали, помнит сердце бойца навсегда. Навсегда! Наша юность держала в руках автомат. Эти годы уже не вернутся назад. Но как бьешься ты, сердце седого солдата, это память сражений, побед и утрат. Помнит лунное небо, лавину атак, огрызающийся, опрокинутый враг, луч победы звездой краснокрылой взошедший, алый флаг и поверженный в пламя Рейхстаг. Это юность моя, это юность страны, мы в едином порыве устремлены были к нашей победе, великой победе. Бури не было выше, мощнее волны. Эх, война, одолел я твой грозный порог. Грязь месил, пыль глотал, сдрызг разбитых дорог. Сам потом я отстраивал эти дороги.
сам для мира грядущего их уберег. Сооронбай Джусуев, 9 мая в Аларче. В ущелье Аларчинском позеленело давно. Чуть выше видны вершины сквозь белое полотно. Кому же не понравится мелодия и красота, когда река разливает музыку, как вино? Каждый из нас мелодии этой внимать готов. В День Победы 5 бывших фронтовиков мы шердак расстелили на молодую траву и посидели, поглядывая на белизну хребтов. Потом забрались на склон мы, на самый пик высоты, и вместе с детьми, как дети, пошли собирать цветы. Потом опустились в долину, радостны, веселы, запахами туманов, весенних роз повиты. Дружно отдавши делу нежных сердец запас, костер развели веселый в тихий вечерний час. И светлого дня победы, накрыв большой дастархан, возле пламени греясь, женушки ждали нас. Река Аларча шумела, яростно и вольна, и радости, и веселья беседа была полна. И были радостны тосты, и все же никто из нас не произнес в тиши крутого слова «война». Словно вы позабыли, что кровь проливали мы, словно шрамы забыли, и как мы среди зимы в снег под Москвой вмерзали, и, слыша под сердцем тишь, мы видели звезды, звезды среди загустевшей тьмы. Когда огромные звезды прожгли голубую грудь, наш грузовик отправился с урчанием в обратный путь. Когда мы въехали в город, салюта огни взошли, над нами друзья, и счастье нам взволновало грудь. Гордые, как вершины седых аларчинских гор, мы ощутили в сердце и свет, и такой простор, что вровень с нами казался праздничный тот салют, и время само глядело в наши глаза в упор.